Челнинцы приняли участие во всемирной акции «Татарща-диктант». Набережно-Челнинский государственный педагогический университет и лицей имени Гали Акыша, где проходил диктант, принимали всех желающих. Кроме того, площадку для своих учеников и их родителей организовали и многие школы города. Всего в этот день диктант на татарском языке писали более чем в 20 странах мира и 60 регионах России. Подробнее о том, как он проходил в нашем городе, смотрите в следующем сюжете. Ученики школы номер 4 встретили гостей настоящим праздничным концертом. По словам директора образовательного учреждения Айрата Асаинова, участие в акции способствует повышению престижа школы, а также развитию национального духа детей. Набережно-Челнинский государственный педагогический университет принял участие в этом мероприятии во второй раз. По словам организаторов, с каждым годом количество желающих проверить свои знания увеличивается. Подали заявки порядка 100 человек. Здесь как студенты нашего вуза, так и студенты других учебных заведений. Ну и наши горожане, которые хотят принять участие и которые хотят проверить свои знания в области татарского языка. Для участников акции было выбрано произведение Роберта Миннуллина «Я беру в руки книгу». Текст читали известные деятели культуры нашего города, филологи, преподаватели, а также артисты татарского драматического театра. Среди участников оказались люди разных профессий и возрастов. Некоторые из них пришли не только проверить свои знания, но и посмотреть на университет, в котором они когда-то учились. Очень давно хотел поучаствовать, и я рад. Надеюсь на победу, надеюсь на пятерку, потому что я учитель по образованию, и пятерка для меня – это задача минимум. На мой взгляд, показался текст несложный, хотя для определенного уровня он вполне возможный. Есть определенный словарь парный, допустим, есть старинные слова, но их буквально 1-2. Были вводные слова. Ну, я надеюсь, что справилась. В мероприятии приняли участие около 500 граждан. Справились ли они с поставленной задачей, будет известно в течение месяца. Результаты опубликуют на официальном сайте акции diktant.tatar. Эльвина Андрова, Фанис Ихсанов, новости Челны ТВ.